моя квартира новенькая. Квартира Казибан Ляновой пахнет свежим ремонтом. Женщина показывает ее с гордостью. Обои, паркет и двери. Все выбирала лично, по своему вкусу. Наконец-то, после долгих скитаний по съемным квартирам и родственникам, она обрела свои собственные квадратные метры. Вот на балкон, все видно, так красиво. Будем отдыхать, весь город видно. И сегодня у Казибан новоселье. Она накрыла стол и готова принимать поздравления. Фирдоус Саушева ждала свое новое жилье целых 13 лет. Квартира просторная, удобная, а главное своя, признается Фирдоус. У нее сегодня настоящий праздник, да и с соседями уже успела подружиться. Квартира красивая, мне нравится. Комнаты просторные, чистые, лоджия, кухня. Давно ждали квартиру? Да, с 1 марта 2003 года. Рады? Конечно, очень даже. Долгожданные ключи от новых квартир и подарки вынужденным переселенцам в торжественной обстановке вручили министр экономического развития России Алексей Улюкаев и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. Ключи от квартиры номер 2, а также в подарок микроволновую печь получает Хачубарова Хатямат Бисултановна. Алексей Улюкаев отметил, что в жизни любого человека нет ничего важнее собственного дома. И с получением этих квартир у вынужденных переселенцев начинается новая жизнь. Мы знаем, программа реализуется, дома возводятся. Мы сейчас поехали немножко, посмотрели и другие дома. Есть для чего жить, есть для чего работать, есть для чего трудиться. И я очень рад, что руководство республики так много обращает это внимание. Мы со своей стороны также поддерживаем максимально и федеральную целевую программу социально-экономического развития Ингушетии. Глава Ингушетии поблагодарил Министерство экономического развития России за поддержку в осуществлении федеральной целевой программы социально-экономического развития республики. А Новоселов призвал не спешить с продажей новых квартир и подчеркнул, что в скором времени в этом микрорайоне появятся и торговые точки, и спортивные площадки. Словом, вся необходимая инфраструктура. И призвал жильцов следить за чистотой и порядком на их территории, а главное – вовремя оплачивать коммунальные услуги. Здесь можно торговую точку создать, здесь можно что угодно сделать. Пожалуйста, делайте. Но если есть среди вас педагоги, которые на пенсии находятся, то же самое специально вам выделим место. Создавайте свой кружок здесь и учите детей дополнительному образованию. У нас нехватка детских садиков, поэтому максимально здесь надо поработать в этом направлении. Прошу это учитывать и понимать. Так, всех поздравляю с великолепным жильем, желаю здоровья, счастья, успехов. После вручения ключей и подарков министр экономического развития России Алексей Улюкаев и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров осмотрели несколько новеньких квартир. Строительство этого 8-этажного дома для беженцев из Чечни было начато в 2013 году. Сейчас к нему подведены все необходимые коммуникации. Во всех квартирах установлены газовые плиты и есть лифт. Долгожданные ключи от новых квартир получили около 50 семей. Теперь их жизнь разделилась на 2 этапа – до и после. И распахнувшиеся двери в новые квартиры для них как путь в светлое завтра. Рина Сычоева, Рамзан Миржоев. Новости 24.